История, язык, культура, менталитет. Мнение экспертов, деятелей и заинтересованных граждан о том, что такое быть белорусом. Идентичность. Сергей Иванович, расскажите, в чем цель проекта «Этнофилософия»? Проект «Белорусская этнофилософия в системе национальной культуры» возник не случайно. Много лет, примерно с 2005 года, мы работаем над другим проектом, который называется «История философской и громадско-политичной думки Беларуси». Запланировано 6 томов. На сегодняшний момент издано 4 тома. Работаем над 5-м. Но во время работы над этим проектом мы пришли к выводу, что исследование интеллектуальной культуры не может ограничиваться только периодом, когда возникает письменная история, когда появляются письменные источники. Этнос развивался значительно более продолжительное время, а люди всегда задавались вопросом о том, как устроено мироздание, почему что-то происходит так, а не иначе, как справедливо и на каких основаниях устраивать общественную свою жизнь. И так или иначе это отражалось, с одной стороны, в фольклорной традиции, которая достаточно консервативна, как правило, хотя тоже открыта к инновациям. Но с другой стороны, этот пласт устной культуры, он не исчезал бесследно. Это только внешне кажется, что распространение христианства и книжной культуры как бы меняет кардинально ситуацию. На самом деле слишком часто происходило, что новое вино заливалось в старые мехи, если перефразировать известную фразу, и происходило своеобразное взаимодействие каких-то локальных культур, местных культур с этой книжной культурой. Ведь, наверное, прежде всего этим объясняется разнообразие даже течений внутри христианства, в зависимости от того, в какой стране они распространялись. Такое взаимодействие культур всегда происходит, поэтому даже чтобы иметь возможность отследить влияние вот этой культуры безмолвствующего большинства народа, грубо говоря, на высокую элитарную культуру, нам надо эту культуру исследовать. И прежде всего, конечно, нас, как историков философии, интересуют мировоззренческие, познавательные, ценностные измерения вот этой традиционной культуры белорусов. И это важно, с нашей точки зрения, для будущего развития и оформления белорусской национальной философии именно. Поэтому сначала я занимался, потом эта тема вызвала интерес у руководства Академии наук. Было предложено подать заявку на отдельные проекты. Заявка прошла все экспертизы, была утверждена, удовлетворена. И вот мы уже первый год работаем в рамках этого проекта. Пытаемся осмыслить вот именно вот эти аспекты, которые я назвал, которые касаются традиционной культуры белорусов. А этнофилософия, это вы так назвали или есть какая-то история у этого термина? Есть, конечно. Первоначально, конечно, это, как всегда, в таких случаях возникло у немцев, как философии, еще в конце XVIII века. Первоначально оно имело скорее отрицательные коннотации, поскольку возникло в среде деятелей просвещения и скорее обозначало пласт каких-то предрассудков народных, которыми просвещенный разум должен всеми силами бороться. Эпоха романтизма, конечно, изменила тут приоритеты и ценностные полюса, когда опять же немцы, потом поляки, потом россияне, ну и многие, кстати, европейские деятели романтизма открывают собственный народ, собственные народы. И вот это открытие народа сопровождается интересом к народному духу, к народной культуре и к этому пласту якобы предрассудков. Часто это практическая мудрость, которая позволяла этим традиционным обществом нормально развиваться, сохранять какие-то культурные особенности. И под разными вывесками это все исследовалось, и под видом народной религиозности, в самых разных ракурсах. А термин «этнофилософия» появился уже в середине, в 60-х годах, точнее, в 60-70-х годах 20 века, когда в американской антропологии, культурной антропологии, вот наметился этот сдвиг на исследования именно мировоззренческих основ культур. Прежде всего, они, конечно, исследовали культуры индейцев, себя, хопи, иракезов и многих других, аджибва. И были предложены разные термины для обозначения этого направления. Этноонтология, этнометафизика и этнофилософия. Этнофилософия термин тоже первоначально появился как ярлык, скорее. Так африканские деятели, философы, которые прошли, конечно, европейское образование, получили европейское образование, но попытались дистанцироваться от колониалистской европейской культуры, которую они обозначили
первоначально как этнофилософия европейская. Потом термин был адаптирован в африканской среде, и многие африканские авторы стали писать про африканскую этнофилософию. Там шли бесконечные дискуссии, которые продолжаются до сих пор. Но факт тот, что многие современные авторы увидели в нем как раз положительное значение. Многие пишут о том, что этнофилософия может быть тем мостиком, на котором может состояться продуктивный диалог разных культур, но на хорошем, что называется, интеллектуальном уровне. И термин потихоньку реабилитируется. Поэтому мы посчитали возможным, опять же, для реабилитации его, и не для того, как он использовался в качестве ярлыка, а как положительный термин, предложить его в качестве и ключевого для этого проекта, предполагая, что такого же рода исследования, будучи проведенными и у соседей, россиян, украинцев, литовцев, поляков, и дальних соседей, немцев, дадут, на самом деле, интересный сопоставительный материал для каких-то заключений и относительно нашего разнообразия и в чем-то нашего единства. Говоря о взаимодействии культуры, сколько вообще участников в этом проекте? Есть ли там какие-нибудь зарубежные эксперты? То есть это вообще чисто белорусский или, можно сказать, интернациональный проект? Нет, пока это проект чисто белорусский, и в основном участвуют сотрудники нашего центра, а точнее даже группы, которые занимаются историей философии Беларуси и даже более широко историей интеллектуальной культуры Беларуси. И 3 участника представляют другие специальности. Это фольклорист Татьяна Володина, доктор филологических наук. Это доктор исторических наук Владимир Лобач из Полоцка. И кандидат исторических наук Дмитрий Скворчевский, который работает в БГУ, поскольку они давно тоже занимаются, и мы вместе с ними в свое время издавали и осуществляли проект, скорее на общественных началах, который вылился в издание сначала энциклопедического словаря «Белорусская мифология», а потом «Мифология белорусов» в 2011 году, уже иллюстрированное, насколько это было возможно, издание. Так что у нас предварительный опыт и совместной работы, и такого рода проектов был. Но сейчас решили попробовать системно как-то описать мировоззрение белорусов, хотя бы по ключевым позициям, которые описывают и мир в целом, и место человека о нем, и представление об обществе и об общественном устройстве. А если так поименно, на стыке каких дисциплин находится этот проект? Прежде всего, да, это будет у нас история философии, это будет этнолингвистика, это этнология, это фольклористика, конечно, языкознание, потому что многие ключевые концепты требуют и некоторого этимологического и анализа, а тексты требуют применения методов герменевтики и семиотики культуры. Поэтому тут такой полидисциплинарный, конечно, подход. Но прежде всего у нас эти дисциплины, и они у нас более-менее представлены в нашей рабочей группе. Пока мы не выходили на уровень международного сотрудничества, поскольку сначала решили разобраться со своим материалом, хотя, конечно, контакты у нас постоянно и с литовцами, и украинцами, и россиянами, и в том числе и по таким вопросам происходят. Как раз недавно, 6 декабря, мы были на конференции в Киеве в Институте философии имени Сковороды, где я выступал с небольшим докладом о проекте этнофилософских исследований в Институте философии Беларуси, НАН Беларуси. И это было воспринято уже с интересом, поскольку они не систематически, если, то, во всяком случае, достаточно широким фронтом тоже пытаются проводить исследования особенностей украинского менталитета. И поэтому у нас была достаточно продуктивная дискуссия. Я думаю, что в перспективе такое сотрудничество будет не только возможным, но и полезным. А там есть какие-нибудь отдельные персональные философии работы, которых вы рассматриваете? То есть понятно, что это, в принципе, пытаетесь какие-то общие мировоззренческие установки определить, но и есть ли именно какие-то люди, которых вы брали, скажем, Абдерлович или писатели Короткевич, Колос? Пока на этой стадии, поскольку объем текстовый, который нужно анализировать в этом особом ключе, просто необозрим, мы на этой стадии, а проект кратковременный, пока он на 2 года рассчитан,
То есть это мы работаем в таком немножко цейтнотном режиме, чтобы получить первые результаты и продемонстрировать их. Поэтому мы ограничиваемся пока только фольклорными текстами, которые вот записывались, по сути дела, чуть ли не с конца 18-го, с начала 19 века и по сей день, который доставляет огромный материал, который нужно и систематизировать, и осмыслить вот в таком ракурсе, достаточно новом для белорусской гуманитаристики. А в перспективе, безусловно, у нас интерес и к нашим поэтам и писателям посмотреть, как, вот опять же, уже чисто народная эта культура взаимодействовала с культурой людей образованных, с книжной культурой. Тем более, что многие из авторов доставляют для этого просто благодатный материал. Вот для меня, например, лучшим примером, наверное, это «Новая земля» Якуба Колосова является. Вот там на каждом шагу мы встречаем преобразованные уже в литературную форму, совершенную литературную форму, многие представления, которые встречаем в записях фольклористов. И это касается многих других, конечно, и писателей, и поэтов. Но это уже, если проект получит развитие, какую-то поддержку, то, безусловно, он захватит и эти области. И тут поле еще достаточно непаханное, и перспективы большие, кроме литературных форм, идей каких-то, которые выражаются словом, еще есть художественная культура. Масса таких вещей, которые требуют применения еще более тонких методов. Все-таки со словом мы более привычнее, для нас более привычно работать, а художественные образы, они слишком многозначны, символичны, и найти ключики для их интерпретации не всегда удается. Хотя брать те же рушники, пояса, орнаментику белорусскую, или такие объекты, которые и сейчас популярность все большую приобретают, как соломенные пауки, которые на коляды подвешивали. Для понимания очень много простора, поэтому это все в перспективе. А результатом работы проекта это станут статьи какие-то? Или... статьи, да, в научной печати, как пробные, а вообще планированный результат это достаточно такая обобщающая коллективная монография. Пока она рабочее название так и будет иметь, белорусская этнофилософия. Возможно, нарыс из белорусской этнофилософии. Это зависит от того, насколько полно мы сможем на данной стадии к концу 2020 года представить всю эту систему. Пока, конечно, внимание к самым основным понятиям: свет, сусвет, истина, истина, свобода, воля, добро, зло, и так далее. Как бы вы определили социальный контекст проекта? Почему именно сейчас время для него пришло? Есть ли какой-то социальный заказ? Социальный заказ есть. Уже несколько лет и руководство Академии наук, и руководство нашего института, особенно перед нашим центром, ставит задачу определить специфику, особенности белорусской национальной философии. Это не такая простая задача, и без обращения к этим истокам мы, конечно, не сможем это сделать адекватно. То есть то, что эта философия развивается на территории Беларуси, еще не является фактом ее национальной какой-то специфики. И даже если она развивается на белорусском языке, таких авторов уже становится все больше. А белорусский язык, кстати, рабочим языком в нашей группе, которая работает в проекте «История и философия», за редкими исключениями является. Поэтому даже белорусскоязычность еще не является залогом белорусскости. Хотя это очень важный факт. И я даже считаю, что, конечно, именно язык будет местом встречи белорусской этнофилософии и национальной философии. Когда они узнают друг друга на какой-то общей основе, платформе. Как я озвучил в Киеве, проблема не в том, чтобы писать по-украински или по-белорусски или по-русски, а научиться думать соответствующим образом. Но для этого без углубления в традицию уже никак.
никуда не деться. Кстати, эта задача стоит в разное время, ставилась и стоит сейчас перед китайской философией. Читал ряд авторов китайских, где они прямо указывают, что да, минимальное или необходимое условие – это национальный язык, но оно недостаточно. Достаточно будет уже не только национальный язык, а еще и следование по определенным традициям. Почему-то не обязательно какая-то одна традиция, там всегда возможна поливариантность. Когда есть какое-то разнообразие и внутри традиции есть градиент, это гарант развития. Это как и в генетике. Замыкание на один какой-то генофонд приводит все-таки к застою или деградации популяции. Точно так же и в культуре. Она должна быть и достаточно открытой, и в то же время по-своему консервативной. Тогда какой-то гомеостазис всегда можно поддержать, причем динамически, который к развитию будет вести, а не к застойным явлениям. То есть развитие проекта можно видеть в дальнейшем именно в исследовании национальной философии? Ну, не только в исследовании, но и в разработке определенных тем, но как бы с прицелом на вот эту национальную специфику. Это новое видение, которое мы хотели бы и для себя открыть, и предложить коллегам. А интерес, да, вопрос о социальном контексте, спрос на такого рода исследования имеется не только в научном сообществе, в гуманитарном сообществе, а и у многих широких слоев. Это даже показывает опыт той же энциклопедии по мифологии белорусов. Она написана достаточно профессиональным языком, то есть без реверанса в сторону того, что кто-то не поймет, но они же суммарно 3 издания разошлись официально только более 10 тысяч экземпляров. На белорусском языке это для белорусскоязычной литературы очень много. И сейчас, если кто-то где-то на каких-то букинистических сайтах это продает, они стоят большие деньги. Так что это показывает, что есть спрос у студенческой молодежи, у школьной молодежи, которые вот только начинают интересоваться, но они, конечно, с большим интересом и охотой читают такого рода исследования. Да, кстати сказать, наш проект «История философской думки Беларуси», 4 тома которых вышли суммарно, это тираж 4 томов, более 2000 экземпляров на белорусской мове, что тоже, в общем-то, необычно. Значит, спрос есть, раз люди покупают и читают, ссылаются там в своих публикациях. А если как-то соотнести этнофилософию и национальную философию, это, как их можно было бы разделить? Это как бы осознанное, неосознанное мировоззрение, более пассивное, более активное или другие какие-нибудь? Да, конечно. Национальная философия, как профессиональная сфера деятельности, она прежде всего отличается максимальной рефлексивностью. То есть это постоянная рефлексия основ того, почему я думаю так, а не иначе. И почему я выбираю ту или иную тему для своих рефлексий. Этот вопрос постоянно стоит. В этнофилософии вопрос так не ставится, но главное отличие это в типе культур, представляемых этими 2 видами размышления о сущем, обо всем то, что волнует человека. Первое основывается все-таки в устной культуре. Это особые виды культурной памяти, которые там задействованы. Иные каналы передачи этой памяти, культурного опыта. Книжная культура основывается на уже письменной традиции, на том, что текст написанный будет существовать долго, а не произнесен в некоторой ситуации, который может быть иметь педагогическое значение, то есть для передачи от старшего поколения опыта к молодым или к детям. Это отличие, оно представляется принципиально. Многие авторитетные философии, которые мы признаем, китайская, индийская, греческая, они начинались тоже в сфере устной коммуникации. Та же греческая традиция, да историко-философский канон, существующий, европейский, начинает, как правило, от Фалеса, от 7 мудрецов, изречения которых мало чем отличаются от того, что мы находим во многих приказках и примулках белорусских, пословицах и поговорках. Максимы, которые направлены на правильное поведение в сообществе каком-то, в рамках полиса, или там, пускай это будет деревня, там, или еще что-то. Индийская традиция тоже развивалась долгое время в сфере устной коммуникации.
слишком поздно даже тексты Ригведы стали записываться. Ну да, там они транслировались через заучивание и рецитации просто огромных массивов. Но, как показывает даже белорусский опыт, вот эта вот устная память, она достаточно больших объемов может достигать. Если посмотреть даже на такие произведения белорусские, как «Волошебные песни», которые насчитывают сотни этих самых строк и представляют собой, по сути дела, развернутый календарь на целый год. И они запоминались достаточно просто. Опять же, не все представители традиционной культуры, но были уникумы, которые описаны тем же Серж-Путовским, другими исследователями, которые могли часами, не останавливаясь, рассказывать те же сказки, легенды, подания, часто импровизируя, часто комбинируя варианты сюжетов, создавая уникальные произведения, при этом сопровождая их постоянными и какими-то своими собственными вставками. То есть талантливые люди были всегда. Другое дело, что письменная культура, начиная, по крайней мере, с определенного времени, стала закрываться копирайтами, и авторское лицо должно как бы присутствовать в любом профессиональном философском тексте. Что касается этнофилософии, там, конечно, это редкость, когда собиратели, типа Серж-Путовского, отмечали вот этих уникальных рассказчиков, которые могли по ходу дела переходить от чисто занимательного авантюрного сюжета к каким-то таким философским рассуждениям и моральным суждениям и так далее. Но мы эти имена знаем, как правило, редко. Так ведь даже письменная культура не сразу пришла к тому, что она стала авторской. Если брать средневековые источники, когда каждый монах, переписывая очередное произведение, считал своим долгом что-то добавить от себя или поправить предшественника, если считал, что он, как где-то ошибся. То есть это было такое, то, что в современной культуре часто представлено в стиле киберпанка, когда в интернет один человек запускает начало сюжета, второй дописывает, третий добавляет, четвертый видоизменяет. И в результате по интернету начинают ходить какие-то произведения, где авторство уже в принципе не восстановимо. А тем более, что многие авторы спрятаны под никами. Это какая-то вот такая ретрадиционализация происходит уже на основе современных информационных технологий, цифровых технологий. Наверное, в этом тоже есть какой-то свой смысл, какая-то потребность в таком коллективном творчестве. Хотя многие вещи даже вот в белорусской традиционной культуре можно рассматривать как уникальные, хоть мы и не знаем авторов. Скажем, суждения, которые приобретают совершенную, даже выразительную форму, скажем, «Покуль зведешь лихо, добро само сгине». Если посмотреть так глубже, очень похожая установка находится, скажем, того же Лаоцзы. Хотя предполагать воздействие китайской культуре и из-за временной дистанции и пространственной удаленности, конечно, тут не приходится. И ряд других таких есть суждений, просто красивых сами по себе, которые достойны внимания и представления соответствующими комментариями и какими-то дополнительными, может быть, сведениями и для широкой публики, не только для профессиональной. Двумя последними вопросами обращусь к общей теме нашей передачи, к идентичности. Как вы считаете, вообще важна ли философия для национальной идентичности? Знание философии или практика? Она, безусловно, важна уже потому, что философы, которые пытаются работать в национальном ключе, если можно так выразиться, они, конечно, выражают что-то, что общее для целого народа. Но часто для идентичности бывает достаточно сам факт знания о том, что такая философия существует. Вот для немцев мало ли кто читал Гегеля или Хайдеггера или еще кого-то из известных немцев или Ницше, но они все знают, что это немцы, и все знают, что это философия, которая кардинально отличается от философии Декарта, Делеза, Фуко, по крайней мере, тех, кто на слуху. Во всяком случае, бывает сам факт распиаренности этой темы, как бренд, он очень важен для, опять же, и для укрепления чувства вот этой национальной идентичности и принадлежности к культурному народу. То есть это показатель того, что культура достигает достаточной зрелости, когда может пытаться
осмысливать сама себя и выражать в адекватных формах, адекватных себе формах. Безусловно, в Беларуси ситуация несколько уникальная в том смысле, что у нас и поликонфессиональное общество, ну, во всяком случае, уж разделение на католиков и православных, оно существует уже столетия, и тем не менее оно колеблет основы идентичности. И в то же время до сих пор, за эти столетия, она ее не разрушит. Стало быть, это не так фатально. То же самое белорусско-русское двуязычие. Оно существует, и это факт, с которым считаться по-любому приходится. Но я думаю, что и оно не способно поколебать это чувство общности. Но тут уже, да, возникает определенная ответственность людей науки, чтобы делать ее брендовой, чтобы Беларусь существовала не номинально как Беларусь, а была представлена достойными образцами. А лично для вас что такое быть белорусом? Ну, вопрос, конечно, очень сложный. Прежде всего, это чувствовать связь со своей родной землей, с родиной. В конце концов, для многих фактом такой идентичности выступает наличие родных могил. И почему культ предков и празднование Радуницы, и празднование Ветур на Беларуси сохраняет очень многие консервативные черты, не меняясь столетиями, потому что это факт духовной связи и поколений, и пространственной какой-то общности. Это, наверное, самое главное. И, кстати, так оно бывало и раньше. Это, наверное, самая мощная связь. Все остальное, мы же люди как бы современные, и мне приходится публиковать и на русском, и на польском, и на литовском языке, и на английском, и заниматься изучением не только белорусской культуры. Я вот немножко занимаюсь ведийской культурой и перевожу даже из аюрведы там кое-что, интерпретирую, но это совершенно ничего не меняет, не мешает. Все равно это внутреннее чувство. Я даже сомневаюсь, что оно может как-то принудительно навязываться, но скорее воспитываться, начиная от детского возраста. Искусственную идентичность создать очень трудно. Хотя модерные проекты конструирования уже современных наций, они, собственно, как бы представляли собой несколько сконструированные такие сообщества. Это особенно хорошо видно по материалам XIX века, как два проекта белорусской идентичности расходились, сходились, конфликтовали. Это я имею в виду кривический проект и белорусский, собственно, проект. Причем развивались и то, и российскими, и польскими, русскоязычными и польскоязычными, лучше сказать, авторами. Иногда эти линии сходились, иногда расходились там, в 20-30-е годы. Но тот же Вацлав Ластовский очень активно выступал за то, что поскольку в слове «Беларусь» звучит слово «русский», то более аутентичной формой для белорусов будут кривичи, и страна кривее. Но в этом были свои резоны, но они больше, конечно, идеологические. В конечном итоге проекты оказались не очень противоречащими друг другу, а то, что возобладала форма Беларусь, наверное, в этом тоже историческая какая-то правда существует. Большое спасибо за беседу. Да, нет, что. Идентичность.